Что говорит президент? Он говорит одно, что каждый гражданин должен быть защищен законом, в первую очередь. Не пиаром, не олигархами, не спекулянтом, а законом. То есть перед законом должны быть все равны. Что написано в Конституции? Я скажу словами вашего президента. Он говорит следующее. Во 2 статье Конституции прописано четко и ясно. Гражданин и его права являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защиты прав свобод гражданина – обязанность государства. Так вот, он вам говорит, что он государев человек. Он не может быть за одних, за других. Он за простого человека. Если кто-то скажет, что незащищенного, простого человека защищать, и это будет безнаказанно, он глубоко ошибается. По причине того, что бедного, незащищенного человека приходится защищать от кого? От власть имущего, от олигарха, от бизнесмена, у кого есть деньги, у кого есть власть. Значит, у этих олигархов есть возможность облить грязью, заказать статью, выпустить фильм. А бедолага не может это сделать. Вот эта ситуация, которая происходит сегодня в Ингушетии. Вот те теракты, те нападения. Это последствия того, что этот президент действительно защищает простых людей. Он живет ихней жизнью. Он был, извините меня, когда боялись сказать, что он ингуш, он был ингушом и стал генералом. Какой глава был хоть кто-то? Были, извините меня, торгашами, спекулянтами или непонятно еще кто. Последнее. Сегодня все знают, что Зязико добился того, что появилась надежда вернуться людям к своим домам. Это пригородный район, да? Вот как только он доходит до этой черты, тут же начинаются теракты, тут же начинают убивать ни в чем не повинных людей. Бьют не по Зязикову, бьют по простым людям. Вот когда произошла война в Чеченской Республике, кто пострадал? Незащищенные, простые, у кого нет денег, у кого нет крыши над головой. Олигархи как сидели в Москве, так и сидят. И сегодня они сидят. Вот. Если эти господа сумеют сегодня победить вас, всех простых людей, я вам не завидую. Я видел войну. Я профессиональный юрист, я занимаюсь юриспруденцией очень давно. Я знаю власть не понаслышке, а изнутри. Поэтому единственное, что я могу сказать, гордитесь своим президентом. Завтра будет поздно.